Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу сделать ролик, специально посвященный ребятам, которые являют так называемый наш чеченский, я бы сказал, хлеб шатойский. Большое вам спасибо, уважаемые руководители этого предприятия. Дело в том, что вот смотрите его адрес. Вот он адрес. Город Москва, улица Южно-Портовая, дом 30Б. Вот сегодня вот в этом уголке в Москве ребята производят этот хлеб. Что я хочу сказать? Дело в том, что я вам покажу ролик. То есть я сделаю вставки в ролике, и вы увидите, как этот хлеб ребята преподнесли прямо на выставку, где в момент, когда шла дискуссия о чеченцах, о художниках Чечни, вообще народа Нохчи, кто они, как они, где, значит, проводилась экскурсия на выставке, отдел там есть в университете, значит, про Ноев ковчег. Людям было очень интересно. И в этот момент подходит молодой человек и говорит: вот так вот, меня прислали, что передать вам вот эту сумку. И весь запах шатойского хлеба заполонил выставку до того, что наши гости, особенно чеченцы, которые давно не были дома, живут в Москве, и почувствовали этот запах шатойского хлеба. И Минцаева говорит: что это такое, откуда это? И вот раз я говорю: вот нам шатойские ребята преподнесли подарок на выставку, шатойский хлеб. Я им всем прямо там на месте раздал этот хлеб по буханочке. Асламбек Паскачев получил буханку, ректор Елена Николаевна университета Минцаева. Короче говоря, почти все участники получили по буханке хлеба. Уважаемые руководители этого цеха или завода, не знаю, как это сказать лучше, большое вам спасибо за предоставленный вот такой момент изящества, или не знаю, как это лучше выразить. Спасибо вам за то, что мы вдалеке от своей родины почувствовали вкус хлеба народа Нохчи. Это шатойский хлеб. Большое вам спасибо и удачи вам в вашем производстве. И если где-то как-то мы сможем чем-нибудь помочь в организации вашего производства, всегда к вашим услугам, всегда к вашим услугам. Вот это внимание, что вы обратили. Я же специально не обращался я к ним: принесите там, так далее. Нет, они просто увидели мою рекламу, нашли это место в Москве, подъехали, преподнесли. Понимаете, это многое значит. Многое значит. Уважаемые другие соотечественники, это, я не знаю, у меня просто слов нет. Еще раз я приношу свои слова благодарности этим ребятам. Большое вам спасибо. Я, конечно, как я окажусь дома в Грозном, прямо посещу тех ребят, которые работают в Грозном. Здесь я сейчас в данный момент не успею к вам, просто времени нет. Завтра улетаю. А по приезду в конце ноября, я думаю, в Москве тоже я этих ребят посещу, поговорю с ними. Естественно, просто не с пустыми руками пройду, иншаллах рахман. Большое вам спасибо еще раз, ребята, за то, что вы оказали нам такую честь и дали возможность каким-то куском
запаха быть дома. Это и многое значит. Это и многое значит. Спасибо вам большое. Итак, уважаемые подписчики, я, значит... Она мягкий, да? Я с удовольствием откажусь. Вот, в Москве что-то с пеклем будем сегодня кушать. Хлеб, вот видите, шатуйский хлеб, сделанный на закваске, и скоро будем кушать такой хлеб. Вот он на выставку принес, всем по буханочке, и вам тоже. Попробуйте и на вкус скажете, понравился, не понравился. Спасибо. До свидания еще раз.